Шала қазақша сөйлеу дұрыс па? Қазақ тілінде еркін сөйлеу үшін желательно орысша қоспау керек. Енді оны қабылдадым, орыспыз ғой. Қазақ тілінде еркін сөйлейсіз, қазақ тілінде әзілдейсіз. Енді біріншіден мен айтайын, мен таза әдебиетті қазақша сөйлемеймін. Как вы относитесь к диванным критикам? Наверное, стоит больше пожалеть их. Я думаю, что вообще вопрос языка, он будет всегда стоять остро. А вы бы отдали своего ребенка в казахский класс? И даже не казахскоязычным людям я советую отдавать в казахские школы детей. Почему нет? Если человек не знает языка, это не значит, что он плохой человек. Алло. Жақсы брат, өзің. Мен сұхбат беруге келдім. Қазір уақыт жоқ менде. Иә. Сіздер қайдасыңдар? Біз Бостан екеуміз жолығып кездесіп. Жарайды, брат. Онда бір сағаттан кейін звондаймын, жарай ма? Бір сағаттан кейін одан да келгейсен. Жарайды, келем. Сергей, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Сіз қазақ тілінде еркін сөйлейсіз, қазақ тілінде әзілдейсіз, иә? Иә. Тілді үйрену жолы неден басталды? Енді біріншіден мен айтайын, мен таза әдебиетті қазақша сөйлемеймін. Бірақ тырысам, иә. Үйреніп жүрмін, даже қазір үйреніп жүрмін. Сол мен өзім Қостанай қаласында дүниеге келдім. Сол жерде мектепте менде 5 болды қазақ тілінде. Сосын мен бітірдім мектепті, сосын Алматыға көштім, университетке, Кимэпті бітірдім мен. Сол жерде мен Шымкенттің балаларымен кездестім. Солармен қазақша КВН-ді ойнадым. Сол жерде мен қазақша КВН арқылы мен қазақша сөйлеуді бастадым. Сізде орыстар шоу деген жоба бар ғой, иә? Иә. Сол жоба ашу, сол қазақ тілінде жоба жасау деген кімнің ойы болды? Кимэпте оқыған кезде мен Семенді кездестім, ол мен жолдас досым. Қазақша КВН-ді онымен ойнағам. Сосын біз тойда выступать еттік. Бір тойда оған Семенға ойға бір ой келді. Орыстар деген жоба болады. Мен айттым, керемет, бұл жобасы өте названиясы мықты. Бірақ названиядан ештеңе болған жоқ бізде. Сосын біз кішкене ойластырдық және осындай қысқа видеороликтар түсірдік. Мынандай видеороликтар ұнаған қазақстандықтарға. Сосын Орыстар шоу деген жобасы құрылдық. А вообще в целом, мне кажется, казахский язык не такой уж и сложный язык в целом. Қандай қиындықтар болды? Ол әрине от Шымкенттің балалармен жылдам сөйлеген кезде түсінбеген, бірақ вот бірінші қиындық. Сосын мүмкін жеңішке дауыстар, иә? Орыс тілінде «ә», деген жоқ, қазақ тілінде бар. Сол екінші қиындық. Потом, знаете, такой момент мне очень понравился. Я не помню, какая это была серия. Если я не ошибаюсь, «Метод Орстар», где была такая картина. Вы, получается, наклеили название казахских слов, да, на определенные предметы, и таким образом изучали и пытались запомнить, да? Да. Вот. О, а это что такое? А это мой новый способ учить казахский. Буду клеить таблички на все предметы. Так реально легче запомнить.
Браво, Женя, отличный способ. Как думаете, это действенный метод в жизни? Я думаю, да. Я думаю, что это действенный, но энергозатратный, потому что вам придется все это печатать, ну, то есть, как бы, да, там, расклеивать. Ну, в целом, это было такое утрированное, да, изучение казахского языка, как бы такое интересное, смешное, наглядное. А в целом, ну, я вообще советую, вот, даже вот, идя по городу, если вы вдруг увидели там какое-то название или там какой-то магазин, ну, просто запомните, и это отложится. Как же с окончанием? Ну, вот, например, мы можем знать много слов, но нам же их нужно в предложение как-то воспроизвести. Ну да, ну здесь вам нужно выучить порядок слов предложений, как составляется просто. И окончание, суффиксы — это все. То есть окончание и суффиксы — это весь казахский по мне. То есть он состоит из вот этих вот именно замудренных окончаний, которые стоит изучить, и все откроется. В принципе, все будет понятно по мне. Слова все равно нужно изучать. Много слов нужно знать, это основа. Топта ең жақсы қазақша сөйлейтін кім? Менің ойымша Семен. Ол жақсырақ қазақша сөйлейді. Екінші орын мен, үшінші Женя. Женя түк түсінбейді қазақша, бірақ тырысады. Ол ағылшын тілдерге жақын, иә? жақын, иә. Болашақта қандай жоспарыңыз бар? Сейчас мы работаем, как Урстар, мы работаем, у нас команда, мы делаем сериалы, мы делаем всякие телепроекты, ребята пишут кино, снимают кино. Семен у нас сейчас в режиссерский цех вот подался. Поэтому у нас и два направления, и казахский язык, и, собственно, производство какого-то телеконтента, видеоконтента. Вот это все совместив, может получиться неплохой симбиоз. Приготовились и начали. По команде. И начали. Семен, сәлем, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Бәрі жақсы, Құдайға шүкір, аман есен. Сізде деп қойсаңшы. Жақсы. Қазір қандай жобамен айналысасыздар? Қазір бізде күшті жобамыз бар. Оның есім Бос әйел атауы деген. Сосын ол 7-ші арнада шығады. Оны мен ресми түрде жарнамалаймын. Жақсы. Көріңіздер, күшті болады. Жоба қазақ тілінде ғой? Араластырылған қазақша жоқ, 80 мен 20%. 20% орысша, 80% қазақша. Және де осы жобада біздің ортақ досымыз жұмыс істейді, яғни Валера. Енді оны қабылдадым, орыспыз ғой, енді өзіңіз білесіз ғой. Ешкімге айтпаңыз. Сізде келіп тұрсаңыз болады. Аласыз ба? Алам, конечно. Сізде не жалақыңыз? Қанша деп сұрап тұрсыз ба? Иә. Құпия. Құпия? Орыспыз ғой енді. Сосын айтамын. Болды, камераның артында ма? Иә, керек болса. Болды, Камера артында. Женя, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз? Жақсы, рахмет, шүкір. Қазір қандайда бір жаңа жобамен жүрсіздер ғой, иә? Иә. Қандай жоба ол? Бос әйелім. Какая ваша роль? Я играю. Как вы думаете, кого? Валеру. Валеру, да, это русский персонаж, который находится в таком же коллективе, который есть везде. И, ну, то есть играю со всеми своими фишками, пытаюсь говорить на казахском, ошибаюсь. Какая-то отсылка от того Жени, от Урстар идет все-таки. Ну, здесь я Валера, поэтому вот, в принципе, такая роль. Я играю Валеру, который, ну, иногда там казахша сөйлемейді, типа того. Сөйлемейді? Я. Жақсы. Как обстоят дела с акцентом? Ну, тут, короче, такая фишка. Я, типа, по сюжету вообще ошибаюсь и неправильно говорю. Но коллеги говорят, что окей, ты неправильно говоришь, но у тебя акцента нет, короче. Типа, ты так говоришь, ну, и странно, что ты ошибаешься. Но, в принципе,
У нас отличная команда, все всегда помогают. Если что-то не скажешь, тебя исправят, короче. И такой прикольный способ изучения казахского через роль, через актерство, короче. Типа того. То есть вы советуете, да? Я советуюсь, спрашивают, типа, что, как сказать, вот здесь, ну, типа, как органичнее будет, там, из категории, там, в кабинет хожу и говорю, шуга балама, типа такого, короче. И мне говорят, что, да, ты не понимаешь, да, заходи. То есть все довольно-таки по-доброму, комфорт. Шала қазақша сөйлеу дұрыс па? Иә, менің ойымша дұрыс. Егер сіз тек қана шала қазақша сөйлейсіз, шала қазақша сөйлеңіз. Жарайды, болады. Ну, в целом, по мне, в этом нет ничего плохого. Наоборот, считаю, это даже наоборот такой фишкой нашей действительности, что мы можем и на русском, и на казахском как-то сказать, и это не важно, да, то есть я считаю, что если вы начнете с шала казахского, начинайте с шала казахского, неважно, никого не стесняйтесь, не бойтесь. Мы даже когда делаем сериалы сейчас, то мы, когда пишем диалоги, очень часто сталкиваемся с тем, что так не разговаривают. И иногда вставляем русские слова, то есть, да, чтобы это было естественно. Еще шутка такая есть, он говорит, казак тілінде еркін сөйлеу үшін желательно орысша қоспау керек. Желательно орысша қоспау керек. То есть, вот эти слова, такие как желательно, железобетонно, да, то есть они понравились казахам, они зашли в казахский язык, и иногда в своих казахских речах они употребляют, да, эти слова. И я не считаю, что это плохо, и мне кажется, даже это, наоборот, добавляет такого некого индивидуальности нашему обществу и сплоченности даже в том числе, потому что если это послушает человек, который приехал из другой страны, из России, он чуть не поймет, но железобетонно он поймет. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Разговаривайте как можете. Кстати, о приезжих из России к нам в Казахстан. Как вы к ним относитесь? Да, вполне хорошо, потому что я-то понимаю, кто это приехал. Я понимаю, что это ребята, которые, допустим, где-то не согласны с тем, что происходит в их стране. И если уже не приехали сюда, я думаю, что это хорошо, потому что они хотя бы чуть-чуть критически размышляют. И если у них есть деньги, чтобы приехать, пусть приезжают сюда, оставляют здесь, в нашей стране. Я думаю, что это меркантильно, но почему нет? Может быть, от этого выиграет наше казахстанское общество, в чем я точно уверен. Может быть, кто-то из них интегрируется, привнесет какие-то ноу-хау из России. Я не против того, чтобы они переезжали, потому что это вообще странно быть против того, чтобы к тебе кто-то приезжал с точки зрения человеческой, да, такой морали. И категорически против тех ребят, которые где-то там, скажем, в соцсетях какие-то делают ролики, которые немножечко задевают тех, кто приехал. Я вообще против этого, потому что, когда-то в свое время сюда, в Казахстан, приехали мои родственники, их встретили очень хорошо, это все мне рассказывали деды, да, я знаю, как это бывает. И да, сейчас век такой достаточно глобальный, да, но о человеческих вещах нельзя забывать. Если кто-то приезжает, нужно встречать с распростертыми объятиями, с доброй душой. Все равно, как бы то ни было, мы все живем в одной действительности. Это постсоветские страны, да, и все мы примерно из одной страны. Почему сейчас мы должны разделять этих туда? Вообще, когда начинается разделение, ничего хорошего не предвещает это, по мне. Хорошо, что наша страна показалась для них приемлемой. Почему нет? Это говорит о том, что все-таки Казахстан развивался эти 30 лет хорошо. Да, можно говорить многое, 30 лет достаточно большой период, многое, что ушло, многое, что заново образовалось. Но Казахстан, в принципе, как страна, готов принимать, я думаю, еще больше даже людей, и не только из России. И вообще было бы хорошо сделать так, чтобы к нам хотели переехать. Но это уже, наверное, большая такая задача, которая стоит, в принципе, перед нашим правительством и перед нашими официальными лицами. Лично мне нравится наша страна.
у меня было много возможностей и переехать, и там заново построить где-то, да, свою жизнь. Ну, я действительно считаю это перспективной страной. Это от чистого сердца, я говорю сейчас. Это не, ну, то есть, это чисто мое мнение. Как вы относитесь к диванным критикам? Ну, Были ли если случаи? они не мешают, то я, в принципе, нормально к ним отношусь. Но диванные критики, вы имеете в виду, которые критикуют Орстар? Да. Да, такие бывают. Есть еще очень радикально настроенные ребята, которые в каждом видеоролике ищут зацепку, да, то есть это, скажем, ну, те, кто религиозные очень сильно, да, бывает. Бывает, пишут, но, как ни странно, у Орстар Шоу не так много негатива. Вот, может быть, это потому, что мы не делаем каких-то провокационных вещей, мы делаем все очень так лайтово, так чтобы ну, нигде ничто, никакая чаша не перевесила, потому что это тоже искусство, нужно, ну, межнациональный вопрос, это всегда очень острая вещь, и у нас даже статья вообще-то есть, да, в стране за то, что нельзя рассеивать межнациональную рознь. Вот, ну и даже если такие комментаторы встречаются, то мы либо им просто не отвечаем, либо жалеем, наверное, потому что, ну, если ты уже нашел в Орстар Шоу роликах какой-то негатив, то ты его найдешь просто везде, по мне. Ну и всем известно, что те люди, кто пишет негатив в интернете, просто сами несчастливы. Вот, наверное, стоит больше пожалеть их, чем вступать в перепалки и там, доказывать с пеной у рта, что ты не прав. Знаете, такая шутка говорит. Я, конечно, очень хорошо отношусь к критике, да, но не в свой адрес. Ну, критика — это всегда хорошо, но когда она объективна. Можете вспомнить казусный момент из своей жизни? Ну, например, когда ваш собеседник не знает, что вы понимаете и говорите на казахском. Один раз, это еще до Орстар Шоу, я летел в самолете, и у меня было место посередине, а у двух таких татешек, у них по бокам было, и они, видимо, хотели сесть вместе, и, ну, так перекидывались, типа, вот этот бы взял, пошел бы, пересел бы куда-нибудь, было бы хорошо, ну, то есть такие вещи. Я им сказал, все, татешки, без проблем, вот рынс, все нормально, я здесь посижу. Они чуть-чуть и обрадовались, и одновременно постеснялись, и такие, ну, то есть, и, ну, такое бывает вполне. Такое даже у нас бывает, когда я, допустим, за границей где-то, и где-то нужно, и, допустим, идешь с какими-то ребятами русскоязычными, и с другом нужно перекинуться парой слов, я могу перекинуться на казахском. То есть, и они все время начинают, что вы там про нас разговариваете? То есть, ну, вот так. В принципе, это такое довольно распространенное явление, когда люди вот так вот используют язык. Но будьте просто позитивнее. Если человек не знает языка, это не значит, что он плохой человек. Қазақ тілінде ұялмай сөйлеу керек пе? Өзіңіз қалай білесіз? Көбінесе адамдар ұялады ғой. Иә. Бұл ең бірінші қиындық. Ұялмаңдар, қазақша сөйлеңдер. Өйткені ұялған кезде сіз ештеңе айтпайсыз. Сонымен сөйлеңдер. Сөйлеңдер. Если говорить о востребовательности вас как ведущих, да, мероприятий, если сравнивать, например, 5 лет назад и сейчас? Ну, мастерство, конечно, улучшилось, это в любом случае. Вот, но сейчас сложно говорить, потому что еще непонятно, каков рынок, потому что до пандемии все очень любили то есть это было как бы такое. Сейчас все более-менее сдержанно относятся. Я вообще за такое, потому что наша казахстанская вот эта свадьба на 1500 человек, это хорошо, это широко, но по мне это все равно иногда не нужно. Вот. Сейчас идет такая тенденция к более мелким мероприятиям, но они как бы все же есть. И в принципе, ну да, мы можем сказать, что именно казахский язык помогает нам быть востребованными. Сколько стоят ваши услуги? Ну, допустим, по проведению мероприятия. Я у Дудя сейчас, да? Нет. По-разному бывает. Ну, скажем так, от 1 миллиона. В зависимости от гостей?
В зависимости от сложности мероприятия, в зависимости от вообще масштаба мероприятия, от задачи ведущих. Ну, в целом, если мы говорим о типичной свадьбе, то это вот такая цена. Есть еще у нас вариант выступления, то есть мы можем просто приехать, выступить и уехать. То есть это юмор. Ассалаумағалейкум, алтыннан ардақты, күмістен салмақты, асқар тауда әкелер, тоғаса құтып баққан аналар, тойдан сырқыт алып келер әжелер, немересіне сөйлей шаршаған аталар. Жень, все, хватит. Все будет хорошо. Снимаем. Кеш шарық, құрметті ханымдар мен мырзалар. Сегодня мы находимся на настоящей казахской свадьбе в качестве ведущих. Вы шутите про политику? Когда мы выступаем у высокопоставленных лиц, такое тоже часто бывает. Там нам сразу говорят, то есть если там, то есть не шутите на эту тему, не шутите на эту, не шутите на эту, ну, оно, потому что это и так понятно, потому что у человека как бы праздник, зачем ты тут ему про работу? Но в целом я не считаю, что политика это такая хорошая тема для шуток в целом, потому что в ней нет ничего смешного. Есть гораздо более смешные жизненные вещи, то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Вот это у нас и называется проект, когда мы выходим на мероприятие, у нас называется Орустар Шоу, это юмор с казахским акцентом. То есть мы шутим про Казахстан, про нашу действительность, про то, где мы выросли, про то, что мы знаем. Тілді үйрену үшін ауылға бару керек пе? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Ана жолы Шымкентте болдыңыз ғой, сол сериалды түсіруге бардыңыз ғой. Прям ауылға бару керек емес. Бірақ қазақша сөйлейтін достар табу керек, менің ойымша. Достар болса, олармен сөйлесеңіз, қазақ тілінде үйренесіз. Ауылға көшу керек емес. Қазақ тілі қашан сәнге айналады деп ойлайсыз? Я думаю, уже стал, если честно. Вот, судя по тому, как сейчас даже в нашей тусовке, скажем, киношной, телевизионной тусовке, сейчас очень много, допустим, мы когда собираем команду, раньше там 40 человек, наша команда, они полу на русском, где-то на казахском, кому удобнее. Сейчас преимущественно идет такое уже именно в сторону общения именно на казахском, даже профессионального общения внутри. То есть, это даже, то есть он стал модным даже среди казахов, потому что многие казахи не хотели принципиально разговаривать на нем лет 10 еще назад. Сейчас это уже становится таким трендом. Но, опять же, это не должно быть трендом ради того, чтобы там унижать кого-то другого, кто не знает, да? Потому что есть много и казахов, которые не знают казахский, тоже тех же самых русских и так далее. То есть, если тебе удобнее разговаривать так, если ты делаешь это ради того, чтобы это было, то я не считаю, что это нужно. Ну, в целом, казахский язык модный уже сейчас, по мне. Я думаю, что Орустар Шоу тоже в это внесли свою лепту. Чем горжусь, наверное, даже. А почему же за столько лет, даже на сегодняшний день, вопрос языка у нас стоит остро? Ну, в любом случае. Как думаете, в чем причина? Я думаю, что вообще вопрос языка, он будет всегда стоять остро. Можно сказать, что здесь, допустим, не понимают на русском, и от этого у всех людей, кто не живет здесь, мнение, что здесь будут притеснять русскоязычных и так далее. Это хороший инструмент манипуляции. Как хороший? По мне, это плохой инструмент манипуляции, но очень эффективный. Очень легко надавить на человека, говоря ему о том, что он там по языковым канонам не проходит, да, здесь. Но я не считаю вообще, что так... Я вообще говорю, не считаю, что нужно запрещать что-то. Но вопрос языка стоит остро еще и потому, что очень плохой уровень обучения. Очень такое все типичное, застаревшее, я бы сказал. Это уже как раз-таки из года в год это все обсуждается, из года в год это все говорится, из года в год выделяется больше денег из бюджета на это все. Но до сих пор нету какого-то такого, знаете,
легкого способа выучить. То есть не то, что легкого, нету таких курсов, которые гарантированно сделают так, что ты за месяц заговоришь на нем. Ну, это и сложно, наверное. Но просто нужно больше школ казахским языком обучения, чтобы дети с детства приучались к этому. И, в принципе, даже не казахскоязычным людям я советую отдавать в казахские школы детей. Почему нет? У нас и так программа всегда переполнена физикой, химией, зачем-то. То есть я поспорил бы вообще с нашей системой образования. В принципе, даже на дебатах могу поучаствовать. А вы бы отдали своего ребенка в казахский класс? Сейчас да. Если бы вы меня спросили лет 10 назад, то, наверное, нет. Сейчас бы я уже в любом случае отдал, потому что я не считаю, что в школе, что, скажем, школьные предметы дают, что нужно прям знать все школьные предметы. То есть я за то, чтобы мой ребенок проявлял какой-то талант, за то, чтобы я видел, в чем у него есть успехи, эти успехи поощрял, но пусть он учится на казахском языке. Почему нет? Потому что что? Ну, то есть, что он потом не будет знать формулу, теорему Пифагора. Все он будет также знать, просто будет еще и надстройка казахского языка. А если он захочет что-то изучать более углубленно, дополнительно, это все мы распознаем на уровне 15-16 лет и поймем, куда поступать, в какой университет, что развивать и так далее. А школьный бэкграунд, по мне, можно изучать на казахском языке. У меня в школе, у нас есть друг семьи, такой Булат Агай, мой в Кустанае. Он учитель тоже, учитель казахского языка и тамада по совместительству. Булат Агай. Ассаламу алейкум. Вот, и как было, я, допустим, когда учил казахский, мне непонятно что-то. Вот реально мне непонятно. Хотя редко такое было, что я даже домашнее задание не могу понять. Но, допустим, какой-то монолог составить или что-то перевести, какие-то слова вставить, где нужно, да, вот такие упражнения банальные. Я делал, звонил ему, с ним проверял, он мне помогал, говорил, где что переводится, почему это так, почему здесь такое окончание. То есть это был такой некий телефонный обмен, да, знаниями. Что мешает онлайн это делать, что мешает точно так же по телефону. То есть найдите себе наставника на казахском. Это такой действенный способ. У меня образование маркетинг-менеджмент. То есть менеджмент — это мое, управление — это мое, поэтому мне интересны процессы все входящие, какую-то обратную связь я веду. Ну и дальше определяем какое-то стратегическое планирование. Все это вот я делаю. То есть страничку Орстар Шоу в Инстаграм ведете вы? Да. Там, кстати, давно не было никаких видосиков. Когда нам ждать что-нибудь новенькое? Ну, они выходят так редковато, да. Но сейчас вот мы вплотную решили возобновить эту всю вещь, потому что, это наше, да. Мы знаем, как себя в этом чувствовать, мы знаем, в принципе, над чем можно шутить, над чем нельзя. И, нам это интересно. Поэтому мы возобновляем вот сейчас с Татьяной ролики. Сейчас еще мы готовим такую рубрику по изучению казахского именно для Орстар. Она такая будет более затратная в плане монтажа, в плане графики. То есть, хотим сделать, допустим, человека в ситуации. То есть это в такси, в магазине, в кафе. То есть такой какой-то некий скетч, который показывает, как себя вести там и какие слова использовать. Вот такие вещи. Плюс с НТК сейчас разрабатываем несколько проектов с каналом НТК. Вот. С нашим, так сказать, материнским каналом, который в свое время в нас поверил и дал нам возможность снять сериал, 2 сезона сериала. Вот так, в принципе, открыты к предложениям, счастливы, позитивные, радуемся жизни. Сергей, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Енді тек қана алға. Рахмет, көп рахмет сізге де сәттілік.